Легкий образ, томный взгляд и уходящее за горизонт поле желтых подсолнухов. Чтобы сделать свое селфи, сюда ежедневно приезжают десятки горожан. Здесь гуляют пары и целые семьи. И неудивительно, ведь это идеальные декорации для яркой фотосессии. Семья Поповых решила пополнить фотографиями детский альбом. Говорят, такой красоты в городе давно не видели. Буквально сказали, несколько дней их срежут, и мы решили посмотреть, так как такую красоту обязательно надо ребенку показать. За минувший сезон на подсолнечных полях появились даже вытоптанные дорожки. Агрономы ругаются, но все без толку. Аграриев, по правде, такое внимание колхозным полям удивляет. Ведь, оказывается, цветы солнца в Сыктывкаре и южных районах Коми росли всегда. Видимо, просто не на таких видных участках. Сажают южную культуру в первую очередь для севооборота, чередования сева различных культур. Это прием агротехники, который позволяет уйти от вредителей, от болезней. Потом культуры есть разные по выносу питательных веществ, и они вот как бы замещают друг друга. А заготавливают подсолнухи на корм скоту. Силос из подсолнечника по питательности приравнивают к кукурузному. Плюс высеивают его в смеси с другими культурами. У главного сельхозпредприятия столицы Коми в этом году подсолнечником засеяно порядка 420 гектаров. И на всех этих огромных полях подсолнечник растет не в одиночку, а вместе с вико-овсяной смесью. И цветок солнца в этом дуэте играет далеко не главную роль. Мы находимся на поле, где высеяна вико-овсяная смесь с добавлением подсолнечника. Это в пропорции где-то 40% вики, 60% овса и где-то 10 килограмм на гектар подсолнечника. Нас, конечно, всех впечатляют, да, вот эти желтые яркие корзинки, да, но как кормовая культура он мало ценен. Он больше у нас как опора для вики. Овсяная смесь прекрасно насыщает корм белком, а почва обогащает азотом, фосфором и калием. Кроме того, хорошо рыхлит, восстанавливает и лечит землю. Так что это растение – отличный предшественник для картофеля, капусты и других требовательных культур. Единственное «но» – растет вика не совсем удобно. Вот посмотрите, вика, да? Она имеет просто стелющийся стебель. Она бы вот не стояла, если бы не было вот этих подпорок. Она просто цепляется своими усиками, да, и за счет этого держится. В этом случае подсолнечник просто упрощает процесс уборки кормовой культуры. Кстати, скашивают его еще во время цветения, когда листья не успели огрубеть. В этом году сроки посева сдвинула холодная весна. Тем не менее, уже сегодня заготовлено около 80% растений. Со дня на день их не останется вовсе. Таисия Жакова, Василий Янин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.